В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Нетрезвый пенсионер повздорил с водителем микроавтобуса. Когда словесные аргументы были исчерпаны, пожилой мужчина поднял с земли камень и кинул его в лобовое стекло автомобиля, после чего скрылся. Водитель обратился в полицию, и вскоре метатель камней был задержан. Им оказался 64-летний пенсионер. Свои действия он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В рамках проведения операции «Адаптация» якутские полицейские провели рейды по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. В рейдах приняли участие 66 сотрудников органов внутренних дел и 50 дружинников-студентов. Всего в ходе мероприятия в отношении несовершеннолетних и их законных представителей было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Трое несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах были помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Еще трое, не достигших 18-летнего возраста и находившихся в состоянии опьянения, были переданы законным представителям. Родители будут привлечены к административной ответственности. 6 подростков находились на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Кроме того, инспекторами ПДН выявлен факт вовлечения несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. В суд передано обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Женщина временно проживала в частном доме своих знакомых и решила на этом заработать. Она подала в интернете объявление о сдаче дома в аренду. На объявление откликнулись 5 человек. После осмотра дома лжехозяйка взяла с них предоплату и пропала из поля зрения. Всего ей удалось получить более 200 тысяч рублей. Из указанной суммы ущерб частично возмещен одному потерпевшему в размере 4 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы муниципального образования Аймиконский район. Он обвинялся по 2 эпизодам злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, в 2013 году глава района с целью получения в личное пользование квартиры, расположенной в поселке Уснера, организовал проведение открытого аукциона. Аукцион не состоялся, и глава предпринял меры, связанные с незаконным отчуждением квартиры стоимостью 1,5 миллиона рублей в пользу членов своей семьи. Кроме того, глава района, имея 2 высших образования и зная о невозможности получения 3-го высшего образования за счет бюджета, принял меры к оплате своего обучения за счет средств бюджета района. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил ущерб, причиненный муниципальному образованию своими действиями по оплате за обучение. Кроме того, в ходе следствия приняты меры о возвращении незаконно полученной главой квартиры в муниципальное пользование. В четверг вечером на реке Алдан в Тампонском районе на мель сел паром. На борту судна находились 5 микроавтобусов, 9 грузовиков и 6 легковых автомашин. Людей вывезли с парома на лодках и их обеспечили бесплатным питанием в ближайшем кафе. Для снятия парома с мели на место происшествия вышел теплоход. Самолет «Суперджет Сухой» авиакомпании «Якутия» совершил полет из Якутска в Певек и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 5 метров левее. Жертв и пострадавших нет. Высадка пассажиров производилась по основному трапу в штатном режиме. Повреждений воздушное судно не имеет. Магаданской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия. На борту самолета находилось 72 пассажира и 6 членов экипажа. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.